Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала Якутия-24. Старая добрая программа «Один из нас», которую огромное количество вот уже лет и с огромным удовольствием веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И за более чем 30 лет трудового стажа, который я в качестве человека, который информирует население, отдал своей жизни, я перевидал очень много градоначальников. Градоначальник – это, по моему мнению, это та власть, которую многие горожане считают наиболее близкой, то есть властью в первую очередь, к которым в первую очередь обращаются по насущным своим очень проблемам. У нас город обозримым уже в будущем отмечает 400-летие, и в связи с этим возникают пожелания, конечно, пожелания о том, чтобы свой юбилей город Якутск встретил в цвету, в красоте, в комфортных для горожан условиях. Но встречаются, конечно, определенного рода, не то что затыки, да, моменты, когда руководители двух департаментов, в первую очередь это департамент ЖКХ и энергетики города Якутска, Иван Нигнюров, здравствуйте. Добрый день. И, конечно же, департамент дорожного строительства и транспорта города Садовников Эдуард. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот их интересы, они соприкасаются. Речь о чем? Речь о феномене свежего асфальта. Согласитесь, да? Давайте будем говорить напрямую. У нас в последнее время, да, положение улучшилось в связи с тем, что проводится определенная работа. Но бытует мнение, что определенные хозяйствующие субъекты, пока не будем называть, да, это не только бывают ресурсники, это бывают совершенно другие. То есть это может быть владелец частного какого-то магазина, которому вот нужно провести водопровод. Да, он берет земляной ордер на скапывание, да, и проводит там, петушком или чем-нибудь определенного плана земляные работы. Но у нас есть традиция. Укладывается замечательный на геотекстиль, на подушку, там, туда-сюда и так далее, свежий асфальт. Потому что дорожное строительство у нас в городе идет активно, город расширяется. Но, тем не менее, нужно соблюдать еще и коммуникационное развитие. Да? То есть микрорайоны новые нужно подводить коммуникации, проводятся трассы и так далее, и так далее. И вот интересы двух вот этих руководителей замечательных, они в определенный момент, ну, не накладываются друг на друга, они встречаются. Соприкасаются. Да, соприкасаются. И дай бог, конечно, чтобы все и с этой стороны все было согласовано. И причем с участием третьих сторон. Вот владельцев тех же киосков, магазинов или там вообще целых ресурсных организаций, которые в 90% случаев работы земляные проводят именно ресурсники. Да? Скажем так, были случаи, зафиксированы случаи, когда после проведения земляных работ, скажем, подрядная организация, будь то ресурсника, либо другой компании, не выполнила все те требования, которые были им выставлены, в том числе прописано в земляном ордере. Из-за этого было, ну, скажем так, недовольство жителей города, и оно, ну, правильное, да. Работа проводится, ну, как я уже сказал, ресурсниками и так далее, получают они земляной ордер и в определенный период должны выполнить все те работы, которые им предписаны. То есть они, если мы будем говорить про ресурсно-снабжающие организации, значит, получают у муниципалитета непосредственно в департаменте ЖКХ города земляной ордер. Это ордер на проведение работ на определенном участке в соответствии с правилами, требованиями. Работы должны выполняться, значит, при определенных условиях, с соблюдением требований безопасности, с выставлением ограждающих устройств, аншлагов, кто проводит работу и так далее и тому прочее. Вот. Мы должны к этому стремиться, но у нас, к сожалению, не все подрядные организации, которые проводят эти работы, они не все их выполняют. И зачастую случаются вот такие случаи. Мы стараемся оперативно отработать с подрядными организациями, с заказчиками, для того, чтобы эти работы были проведены, устранены те замечания, ну, соответственно, которые у нас озвучивают горожане. Вот. В целом, если говорить, то, как вы вначале сказали, по инфраструктуре, да, действительно, у нас город расширяется,
появляются новые микрорайоны. Сейчас активно идут работы по социальной газификации. Это то, что та программа, которую озвучил президент Российской Федерации, очень большие объемы, и 90% земляных ордеров у нас получает Сахатранснефтегаз. Подведение газа к индивидуальным жилым домам. Очень хорошая программа. Много у нас жителей пользуются. В прошлом году только по этой социальной программе 1000 домов подключили. Вот, соответственно, мы же не говорим о том, что это участок 10 метров, там километрами идут газопроводы. Соответственно, когда мы согласовываем коридоры, это, как правило, это дорога. Вот. В СОТах эта работа проводится, в индивидуальных жилых секторах тоже эта работа проводится, поэтому и дома подключаются. Но не всегда подрядчик успевает в теплое время работу провести. Проводит осенью, глубокой осенью, возможно, даже зимой. Соответственно, весной что мы видим? Мы видим, что грунт у нас вечная мерзлота, грунт садится и становится либо невозможно, либо очень трудно пройти к своим домам. Вот. И сам заказчик и подрядная организация этого заказчика должна сделать так, чтобы в весенний период, это, как правило, сделать возможным подъезд к домовладению, куда был проведен газ. Нет, Иван Юрьевич, Иван, согласитесь, что, ладно, вот отдельные соты и так далее, они видны, скажем так, 60 человекам, да? Но когда у нас перекапывается магистраль типа улицы Чернышевского, когда акционерное общество «Водоканал» ведет трассы на микрорайон Звездный, об этом узнает весь город, потому что, дорога нагруженная, дорога большая, объем работ там большой, и, соответственно, если даже с учетом, скажем так, замечаний, чтобы одна полоса сохранялась и так далее, перекапывается, все это дело создает определенного плана трудностей, транспортного плана. Да? И об этом, еще раз говорю, моментов недовольства при этом бывает гораздо больше, чем УГРС проводит работу. Но еще раз замечу, УГРС еще... в 90% случаев, говорите, вы проводите работу, но они в 90% случаев закапывают обратно. Да? То есть культура проведения работ субъективно, по моему мнению, да, у УГРС сохраняется. То есть мы видим какое. Если вот подрядчики дорожного строительства, допустим, назовем там фирма такая-то, такая-то, да, есть же у них гарантийный срок. В течение 5 лет, если будут какие-то трещины асфальта и так далее, они заделают с соблюдением тех же технологий и так далее. У подрядчиков, ресурсников, скажем так, техника пожиже, да, квалификация, возможно, сотрудников послабее и так далее. И поэтому они, будем честны, закапывают как придется. Или не так? Смотря от сезона, я добавлю, да? Да. Вообще в целом, как сейчас у нас обстоят дела по переходам ресурсников в части дорожного хозяйства, да? В целом у нас работа сейчас выстроена вот таким образом, да? Вот приходит ордер, допустим, на проведение каких-то, бывает, он приходит действительно, вот как Иван Юрьевич сказал, в зимнее время, да? Какие-то аварийные работы проводятся. Понятное дело, что после вскрытия дороги его асфальт закатать зимой не получится, потому что температурные режимы не позволят. Поэтому они временно его отсыпают и ждут теплое время года. Как правило, это следующий год. То есть как раз-таки сейчас, в этот период, да, и ордера у них как раз-таки до начала мая, и они должны уже закатать его в асфальт. Другой момент, что после проведения каких-то работ, различных футляров, труб и так далее, коммуникаций, со временем там бывает просадка, да, трещины появляются или еще что-то. Это уже другой вопрос, да, вот как раз-таки. И сейчас у нас законодатель, вот, да, как он регулирует вот этот момент, у нас были изменения. Мы вот сейчас разработали порядок, соглашение, да, с ресурсно-снабжающими организациями, которые вот в ближайшее время должны будем подписать, о том, чтобы все коммуникации, которые проходят в коридоре, да, как правило, под дорогами, да, это либо под дорогой непосредственно проезжей части, либо по тротуарам, они должны будут содержать ее постоянно, на постоянной основе, поскольку их коммуникация проходит по муниципальной земле общего пользования, где двигается транспорт.
транспортный поток. Сейчас мы вот над этим работаем. Уже есть те ресурсно-снабжающие организации, которые уже подписали это соглашение, УГРС тот же самый, да, который на сегодняшний день, в принципе, стремится к тому, чтобы наладить вообще в эту работу в плане и частоты проведения работ, качества, да, и ограждения, и инвестпрограммы у них есть, да, на сегодняшний день, да, раньше, и синхронизация работы, да, вот в прошлом году также у нас вышло постановление правительства Республики Саха-Якутии, которое регулирует порядок проведения вот этих работ ресурсно-снабжающих организаций с учетом планов дорожных работ. И у нас в приоритете дорожные работы. Дорожные работы, да. И мы вот уже с 22 года, да, все эти планы, которые и обновляются каждый год, иногда у нас бывает, добавляются новые объекты, новые отрезки дорог, и мы направляем им ежегодно, и они подстраиваются. Вот пример живой, это вот 50 лет советской армии, сейчас, да, идут подготовительные работы по прокладке газопровода УГРС, да, заранее они заложили в своей инвестпрограмме средства. То есть это не за счет дорожного фонда проходит работы, да, и меняет свои какие-то коммуникации, протягивает. Да. Вот работа вот на таком уровне. Мы сейчас отыгрываем конкурс по проведению капремонта, реконструкции этого объекта 50 лет советской армии. После того, как они закончат, мы уже как раз-таки приступаем и синхронизируемся вот в таком плане. Это очень хорошая практика. Я надеюсь, что она будет продолжена. Вот сейчас, вот недавно тоже у нас был момент по улице Халтурина, где также выяснилось, что имеются аварийные трубы, да, которые нужно и необходимо заменять. И водоканал тоже пошел нам навстречу. Сейчас они должны будут провести там, на этом отрезке по улице Халтурина, где в ПГСе от ЕГТ Старого до улицы Якутская, да, провести земляные работы, поменять свои коммуникации, и после чего мы приступаем к работе и закладываем асфальт. То есть такая синхронизация работы, она все равно идет. И в соответствии с решением Якутской городской думы, да, у нас не должны вскрываться дороги асфальтированные, то есть третьей категории дороги, по прокладке коммуникаций в течение там 3-5 лет, да, есть определенный срок, от категории зависит дороги. Стоп, это мораторий на вскрытие асфальта Да. в течение 3 лет с момента укладки? Да, с момента проведения. Есть такое, да? Да, есть такое решение Якутской городской думы, но с условием, если происходят какие-то аварийные работы, то есть особенно это в зимний период, когда мы вот вскрывали участок Чернышевского в срочном порядке, чтобы не оставить людей без тепла, да, тогда, конечно, в этом случае есть исключение, и работы должны быть немедленно провести. Мы сейчас поговорили о культуре взаимодействия с ресурсниками, ну, достаточно высокого уровня, да, УГРС, Водоканал, Якутскэнерго, это, ну, крупные компании. Но у нас же есть, строительство ведут, скажем так, компании поменьше, вообще частные владельцы, у которых земельные участки и так далее расположены вдоль, ну, там, на первой линии, допустим, какие-то торговые точки и так далее, которые тоже нужно обеспечить определенными коммуникациями, которые... Вот с ними как быть? Я подозреваю, что автодорожная нынче Михаила Николаева, да, она перекопана вот так вот в режиме противотанкового рубежа, именно благодаря частникам. Ну, тут, смотрите, тут, как я уже сказал, 90% всех ордеров выдавались ресурсникам. У нас в прошлом году, для сравнения, было выдано 1609 земляных ордеров. Вот. В основном своем, ну вот как Эдуард сказал, если там где-то положили новый асфальт, новую дорогу, соответственно, там никому разрешения не дадут. Будь то ресурсник, будь то частник. В основном своем дается такой земляной ордер частникам в случае, если техническая возможность есть, если он получил от ресурсника разрешение на подключение, и, ну, как мы будем человеку отказывать? Если мы можем и знаем, и понимаем, что необходимо для того, чтобы так называемое физическое лицо или юридическое лицо получило какое-то благо, мы зачем будем ему запрещать? Но единственное условие, мы должны, он должен соблюсти те требования, которые ему предъявляются в части того, чтобы восстановить. И потом, как помимо того прочего, у нас же, как и по дорогам, тоже есть определенный период, когда
он должен восстанавливать до первоначального состояния тот же земляной покров, который он выкопал. То есть даже если та дорога была в земляном исполнении, в гравийке, то в текущем году он ее в летний период закопал. Если появилась просадка, он должен ее дальше подсыпать, чтобы в первоначальном виде, чтобы люди могли бы дорогой условно пользоваться, пешеходным тротуаром или чем-то еще, восстанавливать должен. То есть в этой части со стороны территориальных органов управления ведется мониторинг, контроль и, соответственно, выдаются соответствующие предписания. Ну, вот здесь у тебя труба лежит, да, лежит. Просадка произошла, будь добр. Ты подписывал согласие на то, чтобы содержать на протяжении 3 лет именно этот участок, ну, земли, скажем, да, участок, где он проводил работы. Это тоже у нас в правилах благоустройства закреплено города Якутска. А ответственность какая-то за нарушение предусмотрена? Я знаю, что она есть, и, в принципе, не лишним будет еще раз проиллюстрировать. Есть, конечно. Ответственность предусмотрена, отражена у нас в правилах благоустройства. Сейчас, ну, там, в зависимости от вида работы и так далее, там и суммы разнятся, и в зависимости от того, физическое это лицо или юридическое лицо, тоже ответственность, она там немного, ну, по суммам отличается. Но это не 500 рублей. Для физических лиц там, по-моему, 1000 начинается, да? Ну, соответственно, первый раз 1000, второй там 5 и 10 и так далее. А для юрлиц существенные штрафы, там десятками тысяч идет суммы. То есть ощутимо. Ну, соответственно, да. Поэтому ресурсники стараются не допускать того, чтобы у них качество работы страдало. Вернемся к культуре производства, да, работ. Есть у меня товарищ знакомый, который делает короткие, очень красивые видео, да, там, с использованием экскаваторов и так далее, и так далее. И вот там часто мелькают какие-то вещи, к которым я отношусь вот, к культуре производства. Да? То есть какие-то пластиковые емкости, возможно, куда отсыпается лишнее, там, ну, хотя бы тент синий же можно постелить, чтобы вот этот грунт, который вытащили, да, он не раздуло его, да, ну, или что-то типа такого. Преснопамятная Германия, если они видят такую вот ямочку глубиной вот столько, они ходят и какой-то вот этой глубину меряют. Они выставляют там конусы, выставляет специального человека со светящейся палкой, который говорит, туда не ходи, снеговая пойдет, да? И весь поток по автобану, он вот так вот едет, да? Ну, они, соответственно, приезжают, очень хорошо одетые, там, туда-сюда и так далее, засыпают. В других городах землю, я видел, вытаскивают в какие-то там емкости, там, 2-кубовые, 3-кубовые, да, и выставляют там их в очередь, потом поочередно вот так вот обратно заполняют. У нас когда появится такая картина? Ведь люди, если увидят такое отношение, да, они же, ну, со всем сердцем отнесутся, ну, стараются для нас. Согласитесь? Все верно. У нас в правилах благоустройства, в принципе, отражены требования, которые определяются при проведении работы. Обязательно должно быть ограждающее устройство. В каких-то случаях небольшой, там даже по высоте определен ограждающий заборчик, да? Обязательно должен быть аншлаг, кто проводит работы с... Паспорт объекта, да? Паспорт объекта, да, на котором указано, кто проводит, кто заказчик, кто подрядчик, номер телефона на случай каких-то ситуаций и так далее. Это все должно быть. К сожалению, у нас, ну, по каким-то причинам не всегда это соблюдается. Крупные объекты, когда возводятся, там обязательно паспорт появляется. Я думаю, у нас горожане это видели. А когда, ну, наверное, это позиция подрядной организации, когда я копаю 2 метра, зачем мне сейчас я буду тратить средства на забор, на ограждающую ленту, на какие-то отражающие ленты, может быть, эти аншлаги буду выставлять. Но тем не менее, возможно. Могут же дети туда просто упасть. Все мы помним историю с девочкой, которая на проспекте Ленина сверзилась, да? И по поручению Евгения Николаевича, значит, мы сейчас будем эти требования пересматривать, актуализировать и вносить соответствующие изменения для того, чтобы у нас вне зависимости от объема и количества работы и также во временном отрезке, вне зависимости от этого, значит, требования были единые ко всем. То есть копаешь ты яму глубиной полметра, ну, будь добр, необходимые меры прими и требования соблюдай, значит, выставляй все, что тебе предписано. Повторюсь, вне зависимости от того, какие виды работ будут проводиться, кто будет проводить, ресурсник, частное лицо, при большом строительстве на дорожном полотне, либо где-то опять-таки, в частном секторе, в тупиковом каком-нибудь проезде.
такое должно быть. Ну, то есть- это культура. Да, более ужесточим меры, да, и мы, два департамента, будем за этим сейчас вот прямо следить. Вот. Наш департамент по дорогам, он новый, да, совсем недавно мы появились. Появился новый штат, определенные люди, да, которых раньше не было, да, подразделения, которые будут конкретно тоже, в том числе в рамках вот этих переходов через дороги, вдоль дорог, тротуаров, следить и синхронно работать с департаментом, нашими коллегами из ЖКХ, для того, чтобы и привлекать к ответственности таких, и чтобы наладить культуру, то есть совместными силами. Сейчас мы к этому стремимся, я думаю, в ближайшее время у нас получится все это сделать, синхронизовать. Но есть ресурсники, говорю, не все так плохо, да, у всех, которые уже понимают это, да, вот на примере вот газовиков, понимают и стремятся к тому, чтобы не как разбойники, да, там пришли, все раскидали и ушли, да, непонятно, кто это что делал, что перекопали и так далее. А проезд там остался такой весь, да. Но это очень много таких моментов, в самом деле, да. Особенно это касается тех работ, которые зимнее время проводили, срочные работы, да, проводили. И понятно, что и у больших фирм тоже есть свои субподряды, да, и ИП там заходит и так далее. И им тоже есть над чем работать, да, как контролировать своих контрагентов, да, для проведения тех или иных работ. Поэтому, ну, это такая вся работа, которая будет проводиться не только нами, но и крупными подрядчиками, то есть, да, ресурсниками, которые в основном заходят у нас. Ну, это в сфере электричества, газовики, водоканал. В сфере электричества они, кстати, ну ладно, земляные работы, там, установка опор и так далее. Вернемся на 400 лет тому назад, да, ну, грубо на 400. Вот если бы казаки Галкина оставили город Якутск на правом берегу с его более стабильными грунтами, да, я был бы очень рад, на самом деле. Чего они сюда вот на болотистую левый берег перетащили, и в результате вот еще через 400 лет мы получаем такого плана проблемы, да, то есть и оттайка там, и все на свете, и пойма такая, ну, менее стабильная, скажем так. Вот смотрите, дорожное строительство, да, дается гарантия, ну, на 5 лет, там, туда-сюда, из расчетов того, что у нас грунты очень такие, ну, На проезжей части 5 лет. да. Если бы ресурсники, вернее, не проводились вот эти переходы, да, она простояла 5 лет? Ну, это зависит от различных факторов, да. Вы сами сказали, что у нас грунты очень сложные, действительно болотистая местность. И оттайка идет до конца июня, да, а то и там до июля месяца. И тут как не уплотняем мы, да, пытаемся уплотнять какой-то сроки определенные, подольше, да, вот как по Чернышевскому отрезок был в районе Макс-маркета, да, мы же там довольно-таки длительное время ждали, чтобы оно уплотнилось до конца, потому что грунты и вода была там, да, и не могли провести работу очень долгое время, поэтому работы были проведены в январе, чтобы вода не проходила. И после этого только, да, вот с такой задержкой почти там на 8 месяцев, почти на год, да, мы уже положили асфальт, и все равно там есть места, да, уже неровности, да, которые будут в рамках гарантии устраняться. Но не всегда. Все зависит от различных факторов. Да, да, это есть доля того, что коммуникации, они влияют, которые плохо уложенные, плохо изолированные коммуникации. Да, вот, допустим, совсем недавно у нас провал на Поярково был, да, там у нас коммуникация, да, то есть она вообще не изолированная была, да? Вскрыли ее не изолированной никак. Сейчас провели работы, доработали, все. Если бы это раньше было проведено, да, может быть, там не было бы такого провала. То есть это вот зависит от всех факторов, в том числе и от самой почвы, да, грунта под нашими дорогами. Но в целом, как вы заметили, у нас действительно болотистая местность, да, и температура вообще грунта за последние 10 лет, если не ошибаюсь, вот по данным СФУ, там поднялась там, на 5 градусов. И оттайка идет активно. Оттайка идет активно, и темпы, ну, как бы, такие, что она дальше будет расти. То есть меняется у нас и погода, да, у нас и в этом году и зима такая мягкая была, да, и весна ранняя, как будто бы, да. То есть меняется погода, меняется, и все влияет это, все эти факторы, конечно, влияют на все.
Не, я к тому, что в каком-то из своих произведений я назвал якутский асфальт водорастворимым. Да? То есть Красильникова. Не надо далеко ходить. Положили асфальт, на следующий год его вымыл. Это еще при Сардане Владимировне было. Да? Она там топала ногами, сердилась и так далее, заставляла переделывать. И правильно. Потому что, ну, еще раз говорю, качество должно соблюдать. Дзержинского возьмем, да, там же огромное коммуникационное сооружение под Дзержинским, да, и там, ну, не регулярно, но время от времени случаются вот эти провалы. Там городской канал, где имеете? Да, да. коллектор, который лежит на Дзержинском. Вот когда такие, еще раз говорю, город расширяется, он становится более густонаселенным, да, то есть потребителей становится больше и так далее. Все это дело, конечно, надо учитывать. Коммуникации расширять, возможности, пропускную способность расширять и так далее. Но вот плохо, что где соблюдается одно, там не соблюдается другое. Вот эти вот ситуации, как вы в своей работе пытаетесь не допустить? Ну, давайте, если про коммуникации говорим, мы же стараемся сделать так, чтобы... Во-первых, обеспечить жизнестойкость города. Да. Жизнестойкость города. С другой стороны, мы же слышим значит, запросы жителей, чтобы город был красивый. Вот лично мое мнение, все коммуникации должны быть снаружи. Для того, чтобы оперативно устранять аварийные ситуации. Вот. Коллектор, конечно, городской коллектор канализационный, его наружу не высунешь. Он должен быть под землей, под дорогой. Вот, в то же время вот соблюсти вот этот баланс, когда с одной стороны для обеспечения жизнестойкости нужно все снаружи пропустить, но с другой одна часть жителей города поймут, скажут, да, согласна, в принципе надо, а другая, которая не нравится вот эти кишки наружу, да, они скажут, а что ж вы, товарищи, под землю-то не закапываете все это дело? Ну, сделайте футлярно, обслуживайте, придумайте ревизию и так далее и тому прочее. Все, вот тут нужно такую золотую середину найти, и мы стараемся, в принципе, да, вот в сторону порта там в свое время объявили о том, что у нас чистое небо. Сейчас вот по проспекту Ленина старались это все собирать, ну, соблюсти. Тоже 203-й квартал, да, вроде все коммуникации сейчас под землей. Но сейчас вот этот период по 203-му мы посмотрим, как там обслуживание будет, да. Можно ремарочку? Да. Прошлое лето я проводил во дворе дома на 203-м, да, и время от времени там работяги перекуривали. Я у них спрашиваю, а что делаете? Они говорят, да у вас тут вот эти хваленые подземные коммуникации, они сгнили. И мы вытаскиваем наружу. Это были работники Якутской энерго, отопления они. И они вывели, ну, грубо вот так вот, да, чтобы, по крайней мере, был доступ. И достаточно декоративно они все вот это под местный ландшафт декорировали. То есть, если там деревянный вот этот настил был, они как часть деревянного настила сделали. Честь им и хвала, в принципе, вот такого плана сотрудникам. Может быть, частный случай, надо посмотреть еще. Да. Ну, то есть, еще раз, проблемы с подземной прокладкой, они, вот еще раз, в условиях наших грунтов и так далее, они будут всегда. Согласны? Согласен. Да, поэтому я абсолютно согласен с товарищем Емельяновым, который говорит, что технологически желательно, чтобы все было в открытом доступе. Это как в квартире. Согласитесь? Если ты замуруешь под кафельную плитку какие-то прокладки, ты потом разбирать же будешь эту плитку, возмещать за собственный счет, чем она была, ну некрасиво, согласен, ПВХ-труба, но она в открытом доступе. Да. Золотая середина какая может быть? Ну, вот сейчас я так думаю, что вот сейчас мы находимся в золотой середине. Часть коммуникации, если есть такая возможность, техническая возможность, мы стараемся как-то спрятать, чтобы за глаз не цеплялось, да, горожан. Там, где это невозможно, ну, она будет именно в таком исполнении, в котором это возможно сделать. Для удобства обслуживания, для того, чтобы вовремя провести ремонтные работы, устранить аварийные ситуации и так далее и тому прочее. Вот. Поэтому сейчас, ну, как никогда, мы очень долго бывает, что обсуждаем моменты, как нам сделать переход подземный, возможно, надземный, в определенных микрорайонах, в определенных кварталах и так далее. Долго обсуждаем. Но стараемся найти консенсус и вовремя, соответственно, ну, у нас же строительный сезон, тоже сами понимаете, да? Самый короткий. Да, чтобы провести эти работы. Поэтому ломаем копии, но стараемся сделать так, чтобы
найти консенсус и в срок уложиться по проведению тех или иных работ. Опять вернусь к соцсетям, да, которые немножко меня сподвигли на то, чтобы позвонить вам и пригласить в студию. Было видео мужика с Хабаровска, который ливневую вот эту открыто показывал, да, и так далее. Но, еще раз, к справедливости ради, я же помню, каков был перекресток Амосова, проспект Ленина, да? Как там после каждого дождя туда приезжал жилкомсервис 2-3 бортами, да, и откачивал воду. Сейчас, благодаря вот этим малепусеньким вроде бы дырочкам, которые во время реконструкции проспекта Ленина, они именно в этих точках уложены, то есть иллюстрация того, что ливневка у нас может работать, она есть. Другое дело вопрос состояния городского канала. Я согласен? То есть, еще раз, состояние дорог, оно зависит от состояния коммуникации. Получается же так. То есть не только состояние дорог зависит, вернее, состояние коммуникации зависит от состояния дорог, но и наоборот тоже ситуация отыгрывает. Да, совершенно верно. Но в целом вообще... Наращивается же на самом деле объем ливневки? Объем на ливневых, конечно же, наращивается. Вот с 2019 года, да, в рамках нацпроекта там колоссальное количество, да, построено ливневых стоков, да. И сейчас это делается в рамках нового нацпроекта, да, инфраструктуры для жизни. В целом, это наша проблема всего города. Почему? Потому что это нужно было закладывать еще в советское время. Да? То есть при проектировании генплана, да, нужно. Сейчас это та проблема, которая накопилась вот за все эти годы. И сейчас вот надо отдать должное. Этот проект у нас вот как раз-таки Иван Юрьевич курирует, да, вошел в мастер-план города Якутска. И сейчас вот плотно идет работа. Прокомментирует сейчас Иван Юрьевич. По ливневкам. По ливневкам, да. У нас в проектирование идет. Долгосрочный комплексный план, который подписал Мишустин, председатель правительства, он попал. Он отражен у нас в мастер-плане. В прошлом году мы утвердили схему ливневой канализации города Якутска. Сейчас работаем над, скажем так, вопросом финансирования проекта. Вопрос тяжелый, сложный, но тем не менее работу проводим. Если мы сможем его реализовать, то существенно улучшится качество жизни, да, в городе Якутске. Понятно, что в центре есть скопления, низменные места и так далее. Мы будем стараться, чтобы эти проблемы у нас ушли вместе с введением этой системы ливневой канализации. Но это должна быть система со своими насосными станциями, со своими ливневыми очистными сооружениями и так далее, и так далее. Там большой комплекс работ. На ценах 2022 года это 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов, да. Вот. А еще ремарочку про соцсети. Вот, для жителей города, для понимания. У нас же бывает так, что что-то где-то выходит, и начинается такой, скажем, взрыв эмоций, поток слов в части того, что почему это вовремя не делается и так далее. Много раз сталкивался лично и разговаривал с заявителями и спрашивал, вы, когда у вас произошла аварийная ситуация, или вы видите, что она вот сейчас назревает, вы звонили в аварийные диспетчерские службы? Они говорят, нет, не звонили. Я говорю, что вы сделали? Они говорят, мы сделали фотографии, направили в какой-то информационный ресурс, да? Я говорю, хорошо, а через сколько это у вас вышло? Время разное бывает, час, 2, 3, 10 и так далее. Я не знаю, товарищи, которые сидят, администрируют эти телеграм-каналы, WhatsApp-группы и так далее, через сколько это все могут выложить. Я говорю, так быстрее же было позвонить непосредственно диспетчеру, и уже через 5 какой-то короткий промежуток времени, повторюсь, короткий промежуток времени, специалисты бы знали, уже бы ехали устранять вот эту аварию. Я говорю, вы же так не сделали, почему? Они такие, как-то, не знаю, говорят, вот в этой части, призывая горожан, в первую очередь, позвонить в аварийную диспетчерскую службу, городскую можно запросто. Много же есть ситуаций. Бывает в многоквартирных домах авария, бывает на дорогах где-то случается, на инженерных коммуникациях. Если не знаете номер телефона непосредственно аварийной диспетчерской службы, которая занимается обслуживанием вот этого фонда, соответственно, можно позвонить в аварийную диспетчерскую города, которая доведет необходимую информацию до непосредственного исполнителя.
Вот у нас очень большая проблема в этом, когда сначала куда-нибудь выкинут, поругают, скажут, куда смотрит там условно окружная Мэрия. администрация, да, почему не исправляет, нельзя возле каждой трубы, на каждом сотне километров дороги поставить человека, который будет следить и, соответственно, сигнализировать. Вот такой момент еще есть. Согласен. В советское время это информирование заключалось в одной фразе. Да, при запахе газа звоните 04. Согласны? Когда искрит провод, когда пахнет газом, люди ведь не берут смартфоны и не начинают фиксировать и потом передавать это в паблике. Да. Они звонят аварийные службы, да, 112 даже те же, чтобы исключить возможность. Почему мы думаем, что другие коммуникации в части водоснабжения, отопления и так далее, оно не может быть чревато опасностями подобного же плана, как и взрыв газа, как и удар током. Отопление, градус там под 100 идет же, да? То есть ребенок обвариться может запросто. Да. То есть нужно ко всем нештатным ситуациям на любых коммуникациях, будь то электричество, газопроводы, отопление, водоснабжение даже, да, может залить что-то там, хозяйство там, и так далее, и так далее. Нужно относиться абсолютно адекватно. Еще раз подтвержу, адекватность будет заключаться в том, что наберете там аварийно-диспетчерскую службу, Да, и они выйдут. тугисом просто наберите, там, центральная диспетчерская служба или что-то типа такого. Да? Просто набрать. Ведь когда человек лежит на дороге без сознания и так далее, звоним же в скорую. Такой же подход нужно быть. А не так, что «Ой, а куда у нас отцы города смотрят, почему у нас там те или иные департаменты, а что они делают? Да они, наверное, просаживают штаны там, и так далее, и так далее». Все такое начинается. То есть, еще раз, чем ближе власть, я всегда это знал и всегда говорю, чем она больше подвергается критике. Критика может быть конструктивной и неконструктивной. Так давайте мы друг другу пожелаем, чтобы критика была конструктивной, к которой можно прислушаться и которые, на самом деле, вот двое этих властью наделенных мужчин, наверное, функционал у них записано. Реагировать правильным образом на замечания горожан и, соответственно, выполнять работу так, чтобы меньше было подобного плана критики. Да? А к неконструктивной критике, это влияние времени. У нас сильно много дремучих людей получило возможность стать ньюсмейкерами. Да? То есть где-то что-то пролилось, провал какой-то на асфальте и так далее. Давайте фиксировать, отправлять паблики и так далее, и я получу там миллион охватов. Да? Согласны с этим? Согласна. Больше конструктива, еще раз, в преддверии у нас все-таки очень большая круглая дата, и впереди практически десятилетие упорного и совместного труда горожан и руководства города для того, чтобы город Якутск встречал свой юбилей еще раз по красоте, чтобы было все. Рекламировать феншуй, кстати, запретили. Знаете, да? Чтобы было все по красоте. Увидимся.